Добрый день, меня зовут Михаил Денис, ученик 5 класса Мирюнской юношеской гимназии имени Василия Васильевича Алексеева. Тема моего доклада – уличный светильник своими руками. Мы живем в стране, где потребность в уличном освещении достаточно актуальна. В Якутии большая половина года ночь длиннее дня, а погода отличается вьюгами, гололедом, дождями и лужами. Помимо освещения в доме, актуальным вопросом остается организация света на улице. Придомовая территория, двор, калитки – все это нуждается в освещении в темное время суток для комфортного перемещения в собственной территории. Уличные светильники также могут применяться в открытых беседках, на балконах и террасах в вечернее время суток для времяпровождения в открытом воздухе. В современных магазинах продается достаточно большое количество уличных фонарей, однако ввиду особенностей их строения они стоят очень недешево. Организация хорошего освещения может обойтись дорого. Из ситуации можно выкрутиться, используя уличное освещение, созданное своими руками. В этом заключается актуальность моего доклада. Цель – создание уличного светильника своими руками, проверка и испытания. Задача – изучать основы электричества, сделать лампы из прорубленных средств, испытать лампу в уличных условиях. Объект исследования – самодельный уличный светильник, предмет исследования. Испытание самодельного светильника. Гипотеза. Если сделать самодельные светильники, тогда можно сэкономить деньги и некоторые материалы, получив вторичную переработку. Практическая ценность. Получение знаний об электричестве. Самодельные светильники можно использовать в жизни в темное время суток. Применив некоторые материалы, мы даем им вторичное использование. Практика. Чтобы не выбрасывать лопнувший корпус фильтра, мы решили его использовать как светильник. Для изготовления нужен корпус фильтра для очистки воды. Вот он. Датчик движения. Вот. Лампа светодиодная. Вот он. Патрон для цоколя. Вон там. И это всем распределительная коробка. Вот он. Фанера размером 40 на 30 сантиметров. Вот она. Провод электрический. Вот они. Саморезы по дереву 10 штук. Сравнение цен по состоянию декабря 2021 года из сетевого маркета Яндекс.Маркет. Светильник Сенсор цена 2303 рублей. Светильник Аперон цена 1357 рублей. Цены комплектующих самодельного светильника. Лампа с цоколем Е27 цена 65 рублей. Патрон с цоколем Е27 цена 36 рублей. Провод 1 метр бесплатно. Корпус фильтров бесплатно. Автоматический выключатель 173 рублей. Датчик движения Камелеон. Цена 2859 рублей. Кусок фанеры бесплатно. Провод вилка бесплатно. Расплет коробкой 30 рублей. Итого 1163 рублей. Выводы. Полученный результат показывает, что схема подключения работает, светильник действует через датчик движения, не происходит запотевание корпуса светильного элемента. Герметичность верхней части прибора не позволяет влаге в атмосфере проникать вовнутрь. Испытание на улице при температуре минус 25 градусов показывает положительные результаты. По стоимости самодельных светильных освещения выходит дешевле заводских аналогов. Также дали вторичное использование корпуса фильтра от воды. Во время опыта я узнал основы электричества. Схема подключения в будущем планирую изучать электротехнику. Спасибо за внимание.